Всех привет, дорогие друзья. Всем доброе утро. Сегодня морозы крепчает. Но это хорошо. Должно быть в севере морозы. Сейчас вам показываю, сколько показывает термометр. Ну вот, показывает минус 40. Но ощущение больше. Сейчас овчаркой прогуливаемся немножко. А так все хорошо. Я даже такие морозы на прямой трансляции. Ну, сколько хватит, сейчас посмотрим, насколько хватит снимать. Немножко прогуливаемся, чуть-чуть, хотя бы полчаса, чтобы нам хватило гулять. Моментально лапы замерзли. Овчарка очень слабая. У них лапа моментально замерзнет. Вот. Ну ладно. Ну ничего. Терпи. Ну и, конечно, дождаться такой погоды просто удивительно. Представляете, сейчас минус 40 градусов, а время по московскому времени 9 часов. Может, в Сибири там может вообще 70 градусов может быть. Но если кто-нибудь появится на мой прямая трансляция, напишет, сколько у вас в Сибири, а у нас в севере Республика Коми сегодня показывает у нас минус 40. Надо такие погоды, не надо бояться, надо немножко погулять, не надо дома сидеть. Такие морозы нельзя, ни в коем случае. Надо двигаться, не надо бояться, потому что раз в год, конечно, такие морозы бывают. Я даже летом написал, что у нас рябина очень много было в этом году летом. Очень много рябина было. Значит, будут суровые морозы. Ну вот и так и появился у нас суровые морозы минус 40 градусов. Сейчас пока солнца еще нет, восход солнца, но должно быть без 5-9 солнце выйти, а сейчас у нас еще и нет. Вот там, конечно, сзади меня юго-восток, вон там юг, там восток, а впереди северо-запад. Так что, ну, Якутия, конечно, всем здравствуйте, якутки.
всем, кто пишет сейчас на мой прямой эфир. Сейчас показываем вам, даже овчарка деревья ломает. Сейчас вот показываю. Молодец, молодец. Двигайся, чтобы... Но она, конечно, занимается своим, чтобы сила набрать с челюсти, чтобы она... Но она уже взрослая, она приблизительно 15 лет. Вот. Слава богу, что вы на прямой трансляции с утра, а у кого-то на Сибири, конечно, 7 часов вперед, там уже у них днем работает, а у нас еще начинается работа. Сегодняшний день, сегодня среда, 24 декабря, погода стала суровая. Это очень важно, конечно. У нас север, конечно, спасает нас. Микрофон пропала, замерз. Такие морозы моментально замерзнет. Я убрал микрофон, беспроводный микрофон. А бывает такие. Ну просто я хотел только ненадолго снимать. Испытывать смартфон, выдержит или нет, минус 40 градусов. Поэтому я вышел на улицу, чтобы такой замечательный смартфон выдержит или нет, минус 40 хотя бы сколько сможет. У меня сейчас уже показывает 9 минут снимаю. Насколько хватит. Беспроводной микрофон не выдержит. Так я уже 8 минут уже все, отключился. Хорошо. Сергей, я просто убрал микрофон и звук должно быть. Обязательно. Но у меня смартфон водонепроницаемый. Посмотрим, насколько хватит снимать. Сейчас пойдем обратный путь. Я думаю, что недолго осталось снимать вам. Ну и показывать популярной овчарка. Все ломает, грызет. Ну что, ребята, сейчас будем
идти домой потихоньку. А потом я без вас еще погуляю. А овчарки домой отправлю. Все равно овчарка такие погоды недолго хватит. У них лапа моментально замерзнет, лапа, задняя лапа и передняя лапа моментально. Она не выдержит. У них лапа нижняя, вот скажем так, у них не кожаные, вот, ну, моментально замерзнет. Это не лайка, это не охотник. Охотнические собаки, конечно, не боятся такие морозы. Они даже купаются, а овчарка нет. Сейчас будем, ребята, обратный путь домой. Мне хватит снимать. Вам показывал, что у нас доказано, что у нас минус 40 градусов. Вот. И смартфон еще снимает уже 11 минут. Приблизительно уже 12 минут. Пока я дойду до дома. Ну, конечно, вот эти елки стоят. Это отец посадил до нас. Когда мы еще не были. Когда мы уже еще, ну, когда новорожденные были, мы вот эту елку посадил. Видишь, какая она высокая стала? Где-то, ну, скажем, 20 метров вот эта елка стоит. Еле. Вот так вот, ребята, сейчас. Ну, конечно, смартфон все равно. Я удивился. Испытания испытывал, что смартфон выдержит такие морозы на несколько минут. Чтобы даже, чтобы вам было качественно, чтобы было постоянно звук, а беспроводной микрофон отключился. Значит, батарейка не выдерживает такие морозы. А смартфон еще снимает. Но сейчас пойдем домой лучше. Дорогие друзья, сейчас будем заканчивать. Вам, конечно, интересно смотреть именно, может, где-нибудь, вот, например, катаюсь на снегоходах, такие морозы. Но ничего, у меня прошлогодний год на мотобуксировщике катался на минус 30 градусов. Если кто не смотрел, можете переходить. У меня все сохранено, видео. Полюбуйтесь, смотрите, напишите комментарии. И обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк, вверх палец. Всем пока. Сейчас у собаки листо показываю. Какая собака уже стала белая глаза. Вокруг. Сейчас пока. Ирга, ко мне. Ко мне. Стой, сидеть. Вот, видишь, какая вокруг глаза белая.